Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Поздравляю всех с наступившим месяцем Творца Всевышнего Аллаха Тааля, месяцем Раджаб, месяцем приближения к милости Творца, к месяцам довольства Всевышнего Аллаха Тааля. И одной из самых главных изюминок этого месяца – это Лайлятуль Рагаиб, ночь желаний, пожеланий, молитв и приближения к Творцу, благословенная ночь, ночь Рагаиб. Пусть Аллах Тааля каждому из нас даст воспользоваться благами этой ночи. В одном из хадисов пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, говорится, что к нему приходил один из его учеников и спрашивал наставлений о его добрых поступках, добрых деяниях и какими деяниями может приблизиться ко Всевышнему Аллаху Тааля. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, ему посоветовал, сказал, что очень благословенно перед Всевышним поститься и читать ночные намазы, выстаивать намазы, читать Коран и делать другие благодеяния, дополнительные благодеяния. И когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, увидел его через несколько лет, когда он пришел и задал свои вопросы, интересующие пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, тогда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, не узнал его. Он осунулся, он похудел, он был изнеможен, он был очень уставшим. На что этот ученик пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, сказал, что он уже спрашивал совета. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, ему посоветовал. И он каждый день стал поститься, каждый день стал выстаивать молитву ночную. И таким образом он приближался, как он думал, к Творцу. Но пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, услышав об этом, сказал: тебе достаточно было уделять больше внимания в эти благословенные ночи, в эти благословенные вечера, в эти благословенные дни, которые Аллах Тааля выделил из 365 дней в году. И этими днями ты мог приблизиться ко Всевышнему. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в этом хадисе как раз еще отдельно выделил месяц Раджаб. Если бы ты хотя бы постился в первый, 15-й и последний день месяца Раджаб, то ты бы получил благословение. Ты бы получил столько же вознаграждений, но ты был бы не настолько утомлен физически. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как раз и описывает, что вот эта ночь благими молитвами выделяющаяся, ночь, когда родители пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, когда им прочитали никах, когда они стали мужем и женой, и в ту ночь, когда зачали пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, эта ночь очень благословенная. Рагай, ночь обращений к Творцу. И ночь, когда Аллах Тааля непременно слышит добрые, благословенные, благостные, искренние просьбы своих рабов. Поэтому Аллах Тааля пусть каждого из нас удостоит как можно больше совершать добрых деяний, читать нафиль намаз. Очень благословенно считается в эту ночь читать намаз хаджат, то есть именно тот намаз, к которому мы обращаемся со своими просьбами Аллаха Тааля. И эти просьбы, они должны быть величественными, они должны быть искренними, они должны быть добрыми, и эти просьбы, они должны быть именно обращенными искренне к Творцу. В эту ночь также благословенно считается читать Коран, внимая смыслам, которые там заложены, внимая мудрости, которые там заложены. Также в эту ночь очень благословенно уделять как можно больше внимания своей семье. И эта ночь, она должна быть заполнена поминанием Творца, заполнена искренними поминаниями Творца. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.